Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Альхамдулиллах, ва саллаллаху ва саллама ва барака аля абдихи ва мустафах, набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва ба'д. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Да сделает Аллах Субханаху ва Та'аля ваши времена счастливыми и примет от нас и от вас благие деяния, которые обязан каждый мусульманин всегда представлять перед собой, что этот благословенный месяц Рамадан и все поклонения, которые делаем мы в этом месяце, что это являются поклонениями, а не адатами, а не обычаями. Чтобы голод, который мы делаем, не обычаи, которые мы просто держим и голодаем. Нет, это поклонение, которое Аллах Субханаху ва Та'аля нам обязал. Пост – это очень ценное поклонение. Не просто только отказаться от еды и от питья, от некоторых дозволенных вещей. Даже это сокровение между рабом и Аллахом. Этим же постом человек воспитывает себя, исправляет свой нрав. Он всегда напоминает, что он должен служиться Аллаху Субханаху ва Та'аля. И всегда он помнит, что он постится. Даже если кто-то его ругает, кто-то его ударил, даже грубые слова сказал, тогда он сдерживает себя, воспитывает себя и говорит: «Аллахумма инни саим, инни саим». Я пощусь. Всегда это чувство должно быть человека, что он, это ураза, это поклонение. Не только оставить еда, питья, женитьба, нет. Это великие поклонения, которые вырабатывает человек, боязнь от Аллаха Субханаху ва Та'аля, ради Аллаха поститься, и боясь от Аллаха Субханаху ва Та'аля не делает греховное, и желает от Аллаха Субханаху ва Та'аля довольствия. Из этого Аллах Субханаху ва Та'аля говорит в хадисе Кудси: человек оставляет еда и питье и свои страсти ради меня. Ради Аллаха оставляют. Умар ибн Хаттаб сказал, ради Аллаху анху: не является постом только отказ от еды, от питья, но пост является отказ от вранья, отказ от лжи, отказ от пустословия, отказ от ложной клятвы. Это является пост. Оставить еду и питье в Рамадан месяце – это часть от поста, не полный пост. Маймун ибн Михран, рахимахуллах, говорит: самый легкий пост – это оставить еда. Остальное – сдерживать свой язык, сдерживать свой гнев. Когда даже кто-то тебя ругает, сдерживает себя, говорит: я пощусь, это труднее, но это должен делать человек, который постится. Чтобы большое вознаграждение от Аллаха Субханаху ва Та'аля получить за уразу, необходимо исправить свои намерения, искренность. Поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Иннамаль а'малу бинният». Поистине деяния засчитываются по их намерению. Абдуллах ибн Мубарак говорит, рахимахуллах: если много малые деяния увеличивают их за хорошие намерения, и, может быть, большие благие дела уменьшаются перед Аллахом Субханаху ва Та'аля за их плохие намерения. Сабит аль-Бунани говорит, рахимахуллах: ниятуль му'мин аблагу мин амалих. Намерение верующего человека более достижимое, чем его деяние. Имеется в виду, под намерением сделанное деяние, хоть оно мало, оно увеличивается. Из-за этого исправьте свои намерения, когда делаете хорошее деяние. Тем более это месяц Рамадан. Пост, пожертвование на пути Аллаха, поминание Аллаха. Из-за этого, братья мусульмане, давайте с этого момента будем хорошие намерения делать, чтобы ради Аллаха поститься, ради Аллаха делать садака, ради Аллаха
подчиняться Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы мы получили вознаграждение Аллаха Субханаху ва Тааля и богобоязненность. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам выставить ночи, постить Рамадан месяц и остальные благие деяния. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет от нас и от вас благие деяния, чтобы мы встретились с Аллахом Субханаху ва Тааля достойно, простившим нашими грехами и освободившимся от огня ада. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Дорогие мусульмане, сейчас, через несколько минут, вы отпускаете свою уразу. Или же, может быть, уже отпустили. Не забывайте своих братьев-мусульман от ваших дуа. Не забывайте нас. Делайте за наши дуа. Чтобы Аллах Субхану нам дал силу, чтобы мы работали на его пути. Чтобы наших братьев-мусульман, которые находятся в Газе, чтобы Аллах Субхану дал им скорейшую победу. И принял их шахидами. И вылечил их раненые. И покормил их голодных. О Аллах, корми наших братьев. О Аллах, освободи наших братьев из тюрем. О Аллах, дай победу мусульманам во всем мире. И в Газе, и в Туркестане, и в Кавказе, и в всем мире. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.